Кто больше всего знает о основах культуры? Это, естественно, жрецы. Они возникают не на пустом месте, не от всякого профессора жреца не сделаешь. Тут что-то, видимо, еще должно быть дано. И я считаю, жрец – это ключ к пониманию духа народа. И удмурты, я знаю, и мари, и мы все это дело проводили тайно, подальше от властей, потому что было все время гонение. Удмурты, например, даже в советское время вот это ночное моление делали ночью. А теперь вот открыто это делаем, открыто регистрируемся. Вся культура строится на этом. Есть этническая народная вера, есть и будет этническая культура. А любая этническая культура – это основа цивилизации. Это был обряд принятия имени чувашского, для которого нужно, я считаю, созреть. Ну, не каждый человек может так вот взять и придумать себе чувашское имя. Теперь это имя будет являться моей защитой от, как это назвать, от злых духов, что ли. Вот, в нашей культуре есть такие, узалзем называют их. Само святилище, которое здесь сделали его мы как бы усилили. Специальными очень древними обрядами собрали духов с других святилищ, перевезли их сюда, очистили место и поселили. С нами был один парень. Мы устали, не доделали обряд до конца, легли спать. А этот парень не спал всю ночь. Слушай, что ты не спал-то? Ты знаешь, я, говорит, не мог заснуть. Всю ночь, говорит, под окнами кто-то детскими голосами плакал. Мы подумали, мы же вчера обряд не доделали. Духов привезли, а на место окончательно их не поселили. Мы сделали обряд как положено, поселили. Это место сделано по всем правилам чувашской традиционной веры. Чуваши считают, что кладбище – место нечистое. Предков поминают на особом месте, которое у нас называется Ирзамай. Ира – это добро, Ирзамай – ну вот место добра такое. Ведь возле каждой деревни есть свое Ирзамай, такое местечко. Каждый род его всегда поддерживал. Деревня переезжала куда-нибудь на новое место. Люди приходили на старое место, на старый Ирзамай, просили своих предков переехать вместе с ними и селили их на новом месте. И вот сколько бы наши предки не переезжали с одного места на другое, своих предков они всегда возили с собой, всех при том. Но вообще считается, что в Чуваши женщины, как правило, все умеют колдовать.